Единственный, кто посмел отчитать Сталина в лицо. Кремль. Собрание высшей партийной элиты. В зале сидят руководители всех республик. Все ждут Сталина. Напряженная тишина. Заседание должно было начаться ровно в назначенное время, но Сталина не было. Прошло 5 минут, 10 минут. Наконец двери открылись, и не спеша вошел Иосиф Сталин. В этот момент в мертвой тишине раздался голос молодого Жусупа Абдрахманова. «Товарищ Сталин, вы опоздали. Вы проявляете неуважение к членам пленума. Дисциплина должна быть одна для всех, и для генсека тоже». Зал замер от ужаса. Люди вжали головы в плечи, думая, что сейчас Абдрахманова арестуют прямо здесь. Сталин остановился. Посмотрел на высокого, статного кыргыза своим тяжелым взглядом, прищурился. Затем Сталин неожиданно для всех буркнул что-то вроде «извиняюсь, товарищи» и прошел на место, сглотнув обиду. Почему он так поступил? В своем дневнике Абдрахманов часто критиковал Сталина, считая его менее образованным и коварным. Когда в 1937 году Абдрахманова арестовали, ему припомнили все. И спасенный от Сталина хлеб, и его дневники, и, безусловно, ту самую дерзость, когда он посмел отчитать вождя за опоздание.